в тот же момент мы здесь, в Ишкандасане, почувствовали это все, когда сгорела крыша нашего университета. И много таких событий в мире прошло. Там теракты были, война началась в Сирии, то есть продолжается. Наше вмешательство там началось. И кризис, который идет в России. С этой точки зрения, конечно, год был очень необузданным. Ну и много хорошего, да? Вместе мы с Лапшаном выиграли чистоту бурятского языка и то много другого. Я думаю, что и было и хороший, и плохой. Мы не можем на это как бы сказать. Ну а про будущий год, когда я здесь говорю, что говорят, надо сажать семена. Ну что, мы будем ждать урожая. То есть этот год будет, будущий, вот сейчас, который наступает, он будет урожайным, обильным. И остальное, я думаю, не главное. Ну, поэтому я, уважаемые буддисты, желаю вам быть бдительным и спокойно перешагнуть этот отрезок времени. Ну, как бы в свое время Нагарджуна говорил, бдительный человек никогда не умирает. А не бдительный человек, он постоянно будет умирать, или болеть, или страдать. Поэтому самое большое качество, которое в буддизме считается нужным, это бдительность. Ну, с рыбжик шуток. Поэтому, исходя из этого, мы должны быть в этой жизни бдительными, тогда не будет особых потерь, сохраним свое здоровье, ясность ума, спокойствие в сознании. А также очень хочется, чтобы время красной обезьяны мы прожили не так, как по остаточному состоянию, а как следует по личному времени. Тогда точно сможем продлить время своего пребывания в человеческом теле, подобно учителю Нагарджуне Хамбаламе Тигилову. Тут я хочу сказать, что Нагарджуна, который оставил свою жизнь 60 лет в человеческом теле, он разделил время на две части. На остаточные и на лишние. Телефоне утра. И поэтому, исходя из этого, здесь надо для себя понять. Ну, вот когда у человека спрашиваешь, сколько вам лет, он говорит 40. Я потом автоматически спрашиваю, а сколько тебе осталось жить? Он автоматически мне отвечает, ну хорошо, если я проживу еще 40. То есть 90% людей неосознанно соглашается жить по остатку. Вот это самое плохое. Вот надо задуматься над этим, что у нас есть два времени. Я прожил 40 лет на этой земле, это что, мне уже лишнее? Я от него отказываюсь? То есть тогда остается мне что? Остается 30 лет. Это уже некрасиво получается. Поэтому, исходя из этого, я много лет думал, почему наш Хамбаламе Тигилов совершил такие поступки. Он когда ушел с поста Хамбаламе, Бадета Хамбаламе, он вернулся в Янгажинский дацан. И вот Бимбадаржиев, наш лама, говорил мне, что такие случаи. Он очень любил зимой с детьми играть вместе. И они его на санках катали. Ну, ясно дело, в то время наши буряты жили же бусами, то есть, ну, там, по 10 семей, по 20 семей. И вот он, как бы, дети его на санках привозили к какому-то дому, а около каждого дома всегда были, ну, мусорные люди, которые выбрасывали мусор, да? И вот Хамбаламе Тигилов, несмотря на все это, он очень интересовался, что же все-таки выкинули люди. И вот он, как бы смотря на вот эти кучки, и определял одну вещь, и говорил, вот эту вещь вы должны отнести хозяину и сказать, что она для вас еще нужна. Понимаете? Вот тогда мне вопрос задался, почему же все-таки такой великий человек совершал такие поступки? Как объяснить эти поступки? Оказывается, что у человека ничего лишнего не бывает. Если этот предмет, который он носил, использовал 20 лет, и его он выкинул его в мусорный ящик, получается, он 20 лет своих выкинул. Сейчас тут даже связано. Вот бывает случай, что мы очень часто меняем вещи, очень много отказываемся от этих и говорим, что оно лишнее. И вот тут появляется такое понятие, если мы хотим свою жизнь продлить, но у нас не должно быть лишнего. Это очень тяжело, конечно, чисто с буддийской точки зрения, с человеческой жизни, как можно жить по-лишнему. Ну, у нас говорят улдыгын и лу. Улдысын и лу. Улдысын ясно дело осталось. И лу выходе, и лу. Оно понятие бывает лишнее, излишнее, да, поболее, да, но оно нельзя однозначно сказать лишнее. Это слово у нас такое, очень такое объемное по-бурятски звучит. И вот поэтому, исходя из этого, надо к нему, этому понятию относиться очень интересно. Но если мы хотим прожить эту жизнь достойно, еще без этого, еще дольше, чем положено, а учитывая, что Хамбаламе Тигилов сейчас живет в своем теле 160
сколько там, 164 года уже в этом году будет, да? И если он такие поступки совершал, значит, этот человек будет жить еще гораздо дольше. И сам Новорожденный, который сказал, что время не бывает там прошедшее, настоящее и будущее. То есть он просто сказал, есть то, что осталось, то есть то, что остается, и то, что лишнее. И поэтому просьба, никогда не живите. Еще я хотел бы сказать вот дополнение того, что, вот, например, очень много интересуется, что нас в будущем году ждет, да? Все хотят публично, чтобы один какой-либо лама сказал, или астролог сказал, что в этом году то. Но это, я думаю, что некрасиво так говорить. Почему? Потому что каждый человек имеет свою, будем говорить, свой возраст, свое отношение. Каждый буддист приходит к ламе и спрашивает. Да? Приходит отец, спрашивает, вот у меня жена, у меня 2 детей, 3 детей, как мы будем проживем эту жизнь? Лама астролог говорит, так, тебе, вот, мужчине, значит, вот это сделать надо, жене вот это сделать надо, вот этому сыну в этом году нельзя, например, купаться, второму нельзя там уходить далеко и тому подобное. То есть здесь практика существует. То есть людям, по большому счету, я думаю, если он агроном, да, если он, я думаю, представитель колхоза или руководитель, может быть, ему это надо. Ну, какой год будет ждать? А простому человеку нужно, чтобы прийти в датсан, получить от ламы наставления, все вот эти, короче, которые вопросы появляются, пожалуйста, надо только выполнять все-таки в родовых датсанах. Там, где ваши предки молились и ходили, а не там, где вы сейчас новые места. Потому что там это же... И вот исходя из этого, если вы меня будете спрашивать, что ждет Бурятию в будущем году, я не могу сказать, потому что каждому по-своему. Ну, как англичане говорят, моя дом, моя крепость, да? Моя жизнь в моих руках. И поэтому, исходя из этого, мы должны к этому отнестись очень так. Ну, как наши предки делали, родители делали. 5 диалектов.